Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете на Всемирной летней универсиаде. Соревнования завершились в итальянском Неаполе. В общей сложности россияне завоевали 82 награды, в том числе 22 золотых, 24 серебряных и 36 бронзовых медалей. Больше всего наград в копилку нашей команды принесли пловцы, в их активе 18 медалей. В общекомандном зачете первое место заняла сборная Японии, которая завоевала 33 золотые, 21 серебряную и 28 бронзовых наград. Третье место заняла сборная Китая. На ее счету 22 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей. Первая ракетка мира в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов. Серб Новак Джокович обыграл в финале Уимблдона швейцарца Роджера Федерера и стал пятикратным победителем турнира. Соревнования завершились на травяных кортах в Лондоне. Сербский теннисист выиграл со счетом 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12. Встреча продолжалась 4 часа и 55 минут, что является рекордом для финальных матчей Уимблдона. Джокович стал 16-кратным победителем турнира в серии «Большого шлема». Помимо 5 побед на Уимблдоне, в его активе 7 чемпионских титулов открытого чемпионата Австралии, 3 победы на открытом чемпионате США и 1 на открытом чемпионате Франции. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли Тамбов в матче первого тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Газпром-арена» и завершилась со счетом 2-1. В составе «Зенита» результативные удары нанесли Александр Ерохин и Артем Дзюба. У команды гостей отличился Бенита. Отметим, что Тамбов в прошлом сезоне выступал в первенстве «Олимп» футбольной национальной лиги, по итогам которого занял первое место и получил прямую путевку в РПЛ. В следующем матче действующий чемпион России на выезде встретится с еще одним дебютантом лиги Сочи, а Тамбов сыграет в гостях с московским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 21 июля. Женская сборная России по регби-7 уступила команде Англии в финальном матче европейского отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года. Соревнования проходили в Казани. Встреча завершилась со счетом 0-19. В матче за третье место победу одержала команда Франции, которая обыграла сборную Испании. Таким образом, сборная Англии получила право выступить на грядущих Олимпийских играх. Команда выступит под флагом Великобритании. Сборная России и Франции сыграет в утешительной квалификации, где будут разыграны 2 последние путевки на игры в Токио. В Ленске уже второй год подряд проводят гонку сильнейших. Организаторы не скрывают, эти соревнования – местная копия популярной гонки героев. О том, какой молодой вид спорта приживается в Ленске, расскажет Роман Токмаков. Первая команда гонки сильнейших на старте. Растерянные улыбки на лицах и некоторая несобранность. Спортсмены еще не знают, что их ждет дальше. Перед стартом соревнований трассу для ознакомления прошли лишь капитаны. Совсем скоро настрой всех участников соревнований кардинально изменится. Было принято коллегиально с ней решение, а не провести ли нам гонку героев. Но так как гонка героев – это дорогое удовольствие, мы решили провести гонку сильнейших. То есть изменить название, но смысл этой игры оставить тот же самый. Базовая гонка героев России представляет собой трассу на площадке для военно-полевых сборов протяженностью 10 километров и 50 препятствий, пройти которые под силу не каждому. Ленская полоса по протяженности всего 3 километра, однако над ее сложностью постаралась целая команда опытных специалистов по спортивному туризму. Рост популярности спорта с уклоном на кроссфит все объясняют по-разному. В наше время много появилось людей, которые мотивируют на это. Также фитнес-блогеры, ну и много всего. И когда ты просто смотришь на своего друга, который занимается, смотришь, если он смог, чем я хуже. Ты не знаешь, что тебя ждет, то есть это надо распределить силы, стратегически придумать, где команда должна находиться, в каком распорядке. Ну, потому что это массовый спорт. Тут как бы без разницы, какой человек и занимался он спортом или нет, он как бы здесь ему интересно будет и все получится. Ну, потому что у нас молодежь, как она и была раньше, активная, она так и есть. И для таких мероприятий не нужно иметь специальную подготовку. В гонке героев как бы основой является прохождение трассы.
за что человек как бы получает удовольствие. Гонка сильнейших – относительно новый вид соревнований для линчан. Здесь она проводится лишь второй год подряд. В этом году решили проверить свои силы только 4 команды. Организаторы рассчитывают, что в следующем году их будет больше. У них уже есть планы по усложнению полосы препятствий и добавлению новых испытаний. Роман Токмаков, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Это были новости спорта. Всего доброго.